Дорогие земляки, уважаемые жители Оленёкского района, поздравляем вас с днем наделения статуса Оленёкский Эвенкийский национальный район. Мы, потомки Егорова Иннокентия Егоровича Джангыт, приветствуем вас. Наш прадедушка Егоров Иннокентий родился и жил в Оленьке. Он умел делать все, работал во всех отраслях колхозного производства. Был он лучшим охотником, оленеводом, рыбаком, подрядчиком на перевозке грузов, плотником и столяром, работал на строительстве домов. За его энергичную деятельность народ избрал председателем Кочевого совета Оленёкского наследия в 1933 году. Также он был избран членом исполкома районного совета. Именно поэтому местные жители доверили ему одновременно два ответственных поста. Как председатель совета и как трудолюбивый колхозник он внес значительный вклад в социально-культурное и экономическое развитие Оленёкского района. За все свои заслуги он был одним из первых награжден медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. И ездил на всесоюзную выставку достижений народного хозяйства в городе Москва. Много раз получал почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки от правления колхоза и исполкома районного совета. Иннокентий Егорович и его жена Христина воспитали двух дочерей. Старшая дочь, Егорова Мария Иннокентьевна, работала в колхозе Кирова на ферме Сахыл. И младшая дочь, Егорова Марина Иннокентьевна, также проработала в колхозе Кирова. Внуки и правнуки Егорова Иннокентия Егоровича. Внучка Ульяна Иннокентьевна на протяжении 30 лет проработала главным бухгалтером. Она была одним из лучших бухгалтеров района, родила 4 детей. Правнучка Егорова Прасковья Прокопьевна, учитель музыки в Оленёкской средней школе, общественник, руководитель ансамбля «Секер» и детской студии «Домисолька». Имеет благодарственные письма от Министерства образования и от Министерства молодежной политики. Воспитывает 2 детей. Младшая дочь Ульяны Иннокентьевны Семенова Евдокия Прокопьевна работает в сфере строительства 20 лет. Евдокия Прокопьевна воспитывает 4 детей. Старший сын Евдокии, Прокопий, студент 3-го курса Северо-Восточного федерального университета инженерно-технического института. Младший сын Айтал, ученик 7-го класса Высшей школы музыки имени Босикова в отделении Волторна. Дочь Евдокии Айсана, ученица 5-го класса города Якутска. И младшая дочь Вера, воспитанница детского сада. Дети и внуки от младшей дочери Иннокентия Егоровича Марины Иннокентьевны. Внучка Анна Владимировна Иванова проживала и работала в городе Якутске. Правнучка Иванова Марина Владимировна работает медсестрой в отделении пульмонологии города Якутска. Внук Иванов Иннокентий Владимирович живет и работает в Усть-Алданском районе, женат и воспитывает 2 детей. Правнуки Иннокентия Егоровича. Арина окончила среднюю школу, сейчас учится в юридическом факультете. И Анита учится в Сырдарской средней школе в 4 классе, отличник учебы и лидер класса. Внуки и правнуки Иннокентия Егоровича выражают благодарность и признательность автору и краеведу Василию Афанасьевичу Христофорову за то, что всесторонне раскрыл его незабываемый образ и сумел обознакомить жизненный путь дедушки Иннокентия Егоровича Егорова. Мы хотим зачитать отрывки из воспоминаний книги «Передовые люди земли» Юлиана Хасуна. Воспоминания ветерана труда Амосова Юрия Николаевича. Джангыт был очень сильным человеком. На свой рыболовецкий участок в местности Кумахбуру на Талакане за десятки верст от поселка Харьялах мог спокойно понести на спине 70-килограммовый мешок с мукой, а оттуда также на себе мог притащить свой улов, который сдавал колхозу. Из воспоминаний матери краеведа, автора книги Василия Афанасьевича Христофорова.
Джангхет был очень приветливым человеком, всегда старался помочь нуждающимся. Наверное, поэтому избрали председателем совета. Без него не решали ничего. Заготовка строительного леса, и вот транспортировка по реке, обработка и строительство из него жилья, сбор и перевозка детей кочевых семей в школу, уточнение количества детей школьного возраста в семьях, кочующих далеко в тундре, перепись населения всего района. Вот так рассказывала мать Василия Афанасьевича. Мы думаем, что не зря его выбрали председателем Оленёкского кочевого совета, потому что наш дедушка был отважным и храбрым, добрым человеком. Он помогал всем нуждающимся в годы войны. Он спас многих людей от голодной смерти, обеспечивая земляков рыбой. Мы помним и чтим память о нашего дедушке, и в честь юбилея Оленёкского района благодарные внуки и правнуки установили мемориальный памятник в селе Харьялах в местности Талакан-Мирсолга, где он был захоронен. Память о нашей дедушке будет жить в наших сердцах вечно.